Когда я поступила, у меня очень плохое состояние было, низкий кислород был, дышать не могла. Итак, у большинства больных коронавирусом симптомы практически одинаковые. Нехватка кислорода, повышенная температура, общее недомогание. Эта женщина попала в Назранскую районную больницу около 2 недель назад. Долгое время лечилась на дому, но результатов это не дало. Я дома пролечилась 10 дней, и в итоге я сюда попала. Врачи очень хорошо смотрят. С самого первого дня поступления, даже с приемного отделения, и здесь сразу меня подключили к кислороду. Все очень внимательные, лекарства все есть, которые нужны. Обход по палатам больных COVID-19 каждый день по несколько раз проводит лично главврач больницы Зарема Анташкиева. Она проверяет состояние пациентов и, если необходимо, корректирует лечение. В больнице лечится от COVID-19 несколько семейных пар. Таким предоставляют отдельную палату. Состояние при поступлении у него вообще, никуда он был, вообще тяжело было. У меня просто одышка сильная была и кашель. Аппетит пропал, обаяние пропало, все вот это вот у нас отсутствовало. Сейчас все в норму идет потихонечку. Именно НРБ принял первый удар коронавирусной инфекции по республике. С начала пандемии через стационар прошли более 2000 заболевших. С первого дня врачи работали на износ, но продолжали лечить. Сейчас больница одновременно может принять более 230 человек. На сегодняшний день проходит стационарное лечение 139 пациентов, из них 11 в отделении реанимации. На искусственной вентиляции легких 1 пациент. Главной причиной роста числа заболевших в республике остается несоблюдение элементарных правил. Среди основных нарушений социальной дистанции в общественных местах, режима самоизоляции. Надежда Петраковская приехала в Ингушетию из Крыма в гости к сестре, которая проживает в сельском поселении Троицкое. Однако визит обернулся больничной койкой. Слабость, температура 38, дыхание вообще практически не было. Вот мне кислород постоянно, я дышу на кислороде уже 5-й день. Очень хорошо, замечательно. А это уже палата реанимации. Сюда поступают пациенты в тяжелом состоянии. Ситуацию усугубляет и то, что инфекция провоцирует сопутствующие хронические болезни. Эта женщина здесь находится почти 3 недели, но состояние по-прежнему тяжелое. 75% поражения легких, дыхательная недостаточность. 3. Находилась долгое время на неинвазивной вентиляции легких. Сейчас дышит кислородом через аппарат Боброва, так сказать, уже с положительной динамикой. Из-за сопутствующих заболеваний у больной сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Состояние остается, как прежде, тяжелым, но с положительной динамикой. Надеюсь, скоро выпишется и будет уже продолжать лечение дома. Риск заражения коронавирусной инфекцией рекордно высок. Список больных COVID-19 ежедневно пополняется. Среди них и взрослые, и дети. Медики просят жителей соблюдать элементарные правила, а при первых симптомах обратиться к участковому врачу. Муслим Ганиев, Адам Далаков, Новости 24.